Поздравляем всех с этим замечательным залом, с такой библиотекой, с нашей радостью, всех библиотекарей, всех библиографический отдел. Похлопаем им с нами. Добрый день, уважаемые гости. Вот Надежда Александровна у нас уже открыла наш вечер. И мы действительно рады вас приветствовать в стенах нашей замечательной обновленной библиотеки. Здравствуйте, дорогие друзья! Поводом для нашей встречи снова стала книга. В начале этого года вышел в свет второй том биобиблиографического словаря писателей Коми. Первый был издан в 2017 году. Над этими книгами работали коллективы Национальной библиотеки Республики Коми и Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук. И сегодня мы рады представить вам уже завершенное издание, в котором отражена литературная жизнь нашей республики с конца XIX века по сегодняшний день. Слово для приветствия предоставляется исполняющей обязанности директора Национальной библиотеки Республики Коми Данчиковой Екатерине Леонидовне. Добрый день, друзья! Издание такого словаря стало долгожданным подарком к 100-летию Республики Коми и, конечно, к 185-летию нашей национальной библиотеки. Предвосхищая содержание всей сегодняшней презентации, совершенно оправданно и с уверенностью могу сказать, что литературное наследие Республики Коми увековечено для потомков. И сегодня мы гордимся, что причастны к этому событию. Тот объем информации, который вместил словарь, а это более 200 имен прозаиков, поэтов, драматургов, литературоведов, научно выверен, систематизирован и доступно представлен для читателя. Титанический, научно-исследовательский, изыскательный труд сотрудников библиографического отдела нашей библиотеки воплотился в достойный, даже на российском уровне результат. Конечно, дорогие друзья, этого успеха нам невозможно было бы достичь без командной работы, без наших дорогих партнеров. Всех их, несомненно, можно назвать сподвижниками краеведческого просвещения, понимающих, насколько важно сохранять и продвигать знания о национальной литературе. Спасибо сотрудникам Института языка, литературы и истории Коми научного центра, нашим драгоценным камням. Так выражаясь метафорично, я сравниваю их действия в часовом механизме вот этой всей работы. Они являются авторами литературоведческих статей. Источником энергии, своеобразной пружинкой, заставившей работать весь механизм, конечно, стала крупнейшая нефтяная компания России ПАО «Лукойл». Благодаря поддержке «Лукойлу» нашего проекта в конкурсе социальных и культурных проектов в номинации «Духовность и культура», собственно, стало и возможным выпустить, наконец, второй том этого прекрасного издания. Уверена, что двухтомник писателей Коми с его научным подходом, с богатейшим библиографическим материалом займет достойное место на полках библиотеки республики и страны, как реальных, так и виртуальных. А Национальная библиотека всегда будет с удовольствием наблюдать за появлением новых авторов, новых писателей и, конечно, чествовать и копить материал для будущих публикаций и изданий. Спасибо. Спасибо. Читатели и писатели – это симбиоз, без которого не может развиваться литература. Прозаики и поэты – всегда желанные гости в этих стенах. Союз писателей Республики Коми – наш добрый, старый друг и партнер. На протяжении всей подготовки словаря Андрей Гелевич и другие члены правления оказывали нам помощь в поиске информации и уточнении отдельных фактов. Слово предоставляется председателю правления Союза писателей Республики Коми Андрею Гелевичу Попову. Он также один из героев
второго тома нашей книги. Поздравляю. Добрый день всем. Я поздравляю библиотеку с таким огромным трудом. Это действительно что-то такое титаническое, что-то такое масштабное очень. И я думаю, что, конечно, второй том, по-моему, лет 5 уже готовился, да? По-моему, первый том в 17 году вышел, да? Вот. Ну вот за время пути, значит, собака могла подрасти, и вот у нас уже 5 членов Союза писателей не вошли в этот словарь. А мы надеемся, так что работа, так сказать, продолжится. Вот. Возможно, будет, так сказать, дополнение к словарю или что-то еще. У нас не вошли, допустим, Александр Сальников, Павел Лимеров, Денис Попов, Дмитрий Безгодов, Евелина Пиженко. Это вот уже члены Союза писателей России, которые у нас стоят на учете в Союзе писателей. Вот. А, наверное, они тоже достойны того, чтобы, кстати, у них были библиографические статьи. Вот. Ну, я думаю, что, может быть, как-то, вот, поскольку, кстати, аппетит приходит во время еды, то, наверное, когда такие словари уходят, вот я помню, Мартынов был маленький, тоненький словарь, вот там он немножко расширял свои возможности, чем он там были статьи еще не только о писателях Республики Коми, но о тех писателях, которых Коми касалось. Вот, например, есть такой прекрасный поэт Владимир Кемецкий, да, он Свешников, у него настоящая фамилия, вот он под кемецким псевдонимом писал. Вот, он был расстрелян в Иркутлаге. Ну вот так, может быть, еще расширится и еще дает возможности создать такую библиографию, которая, наверное, тоже была бы всем интересна. Вот. Ну а так я просто свои, так сказать, мысли высказываю. А впрочем, просто поздравляю, спасибо, это очень интересная работа. Вот. И даже нас заставили поработать немного. И мне сказали, что можно прочитать одно стихотворение. Я вот для того, поскольку нахожусь в библиотеке, прочитаю такое библиотечное стихотворение. «Вновь наступит весна, возвращая надежды приметам, но студентка, красивая, в библиотеку войдет, книгу выберет, сборник совсем неизвестных поэтов, никому неизвестных в тот очень 2000 год, терпеливо и бережно перелистает страницы многолетних раздумий и опытов краткий итог по счастливой случайности. В сборнике том сохранится мое лучшее стихотворение, несколько строк, и она их прочтет, не поймет невеселый мой юмор, но она улыбнется, на улице будет весна, и подумает: бедный, когда, интересно, он умер, и какая была у него интересная жена». Вот. Ну, если она так задумается, она может найти все эти вопросы, ответы на эти вопросы в вашем словаре. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Евгеньевич. Ну, по поводу словаря расширения, наверное, уже только в электронную энциклопедию переходить нам будет пора. Дорогие гости, 4 года назад в этом зале, как раз правильно сказал Андрей Евгеньевич, давненько уже представляли первый том писателей Коми. Включал на себя 87 имен от А до Л. За это время подготовлен материал 115, и второй том, как вы понимаете, получился, да, действительно солиднее. И вобрал на себя, конечно, имена как современных литераторов, так и давно ушедших, как хорошо известным читателям, так и мало знакомым или вовсе забытых. Каковы были критерии отбора персон для этого издания? Составители учитывали, есть ли у писателя опубликованная книга, а для авторов 19-20 века публикации в журналах, газетах и сборниках. Является ли эта персона членом Союза писателей? Насколько активно его участие в литературной жизни? Насколько значимы произведения? Каков резонанс на их творчество? Открывая любое имя в этом словаре, мы видим портрет, персональную статью с биографией и современной характеристикой творчества и библиографию, список публикаций произведения этого автора, литературы о нем и о его творчестве. Каковы достоинства нашего словаря? Это качественные персональные статьи, уточненные даты и полнота библиографии, которые могут похвастать немногие издания. Над большинством статей работали научные сотрудники сектора литературоведения Коми научного центра,
Были даже привлечены сотрудники литературного музея Ивана Куратова и Национальной галереи. В списке литературных персоналием составляли специалисты нашего библиографического отдела, о чем рассказала Екатерина Леонидовна. Идейным вдохновителем, инициатором, руководителем и редактором этого издательского проекта выступила заведующая библиографическим отделом Нина Александровна Нестерова. Научным руководителем проекта стала заведующая сектором литературоведения Института языка, литературы и истории Коми-научного центра Татьяна Леонидовна Кузнецова. Нина Александровна, к сожалению, не смогла присутствовать сегодня на этой презентации. Мы желаем ей скорейшего выздоровления, а Татьяне Леонидовне с удовольствием предоставляем слово. Очень волнуюсь, поскольку большой труд вложен, и, в общем-то, мы так долго работали, просто даже не верится, что поставлена точка, что мы можем взять эту книгу. Начну с того, что написание и издание библиографического словаря писателей Коми связано с решением важнейшей исследовательской задачи – выявлением роли отдельного писателя в формировании и развитии литературы. Мы не ставили перед собой задачу создавать заметки информационного характера, включающие биографические данные и сведения о творчестве автора. В основе работы лежала концепция создания статей, которая выявляет особенности художественного осмысления жизни автора. Все-таки мы старались глубже смотреть. И при подборе авторов, который будет писать статьи о конкретных писателях, все-таки было важно, работал ли автор ранее, занимался ли исследованием этого писателя он ранее. И важно, что эта работа по выявлению роли отдельного писателя в формировании и развитии литературы, она будет продолжена, поскольку феномен исследовательского труда в том и заключается, что исследование не завершается, оно продолжается, развивается, и я уверена, что вот сейчас, когда уже книга издана, появятся новые публикации, которые будут подготовлены на основе опубликованных статей, потому что эти материалы авторами статей обязательно будут доработаны, дополнены, переосмыслены и вновь будут опубликованы. То есть поиск будет продолжаться, исследование продолжается. Плановые темы сотрудников сектора литературоведения Института языка, литературы и истории, конечно же, связаны с исследованием аспектов истории и поэтики коми-литературы. В поле зрения исследователей такие проблемы, как особенности развития тех или иных периодов развития литературы, специфики жанрово-родовых образований, проблемы характера образования, стиля и многие другие аспекты. И, собственно, вот результаты этих исследований, они и положены в основу этих статей. Собственно, в этом двухтомнике, я же говорю двухтомник, хотя сегодня мы говорим о первом томе, но я думаю, мы имеем право уже говорить о цельной работе. Конечно, в этом двухтомнике, собственно, и ведется речь об истории коми-литературы, о всей истории коми-литературы, об истории республики, об истории литературы республики. Начну с того, что в начале первый том открывается статьей, в которой изложена вся история коми-литературы. Это тоже очень важно. Вот. И затем вот даже в каждом очерке творчества тоже, конечно же, нашли выражение закономерности развития всей литературы. Таким образом, читатель имеет возможность ознакомиться с достаточно полной картиной развития литературы республики. Несмотря на то, что в работе нашли отражение, конечно же, результаты исследований, все-таки это издание, оно предназначено широкому читателю, адресовано широкому читателю. И поэтому приходилось работать и над формой. Надо вот так изложить было материал, чтобы он увлекал, чтобы он был интересен читателю, даже вот далекому от профессиональной деятельности, связанной с литературой и вообще с гуманитаристикой. Так что вот работая над этим трудом, собственно, много задач решали одновременно. Ну, я должна сказать, что вот создавая эту работу, мы все-таки нашли возможность включить материалы, которые не включались
спрашиваем библиографические издания, которые были изданы ранее. Предположим, вот в наше издание вошли материалы о творчестве малоизвестных молодых авторов, которые опубликовали только лишь первые свои произведения и погибли на фронтах Великой Отечественной войны. То есть эти молодые авторы, они, собственно, даже не успели в полной мере стать художниками слова, просто время не позволило. И вот эти материалы были подготовлены сотрудниками литературного музея Куратова. И эти статьи вошли в двухтомник. В заключение хочу сказать, что работа получилась интересная, я смею сказать, нестандартная. Она все-таки перешагивает рамки обычных спрашиваний библиографических изданий. Таких работ нет в нашем регионе, это точно, нет таких работ. И думаю еще, что важно. Важно, что написав эту работу, подготовив и издав, мы все-таки поставили еще очень важный вопрос, решили важную проблему о месте и роли писателей в жизни нашего общества. И наша работа доказывает, что творческий труд писателя, он востребован и необходим. Пожалуйста, аплодисменты нашим писателям. Спасибо за внимание. Спасибо, Татьяна Леонидовна. Наше издание – это также возможность взглянуть на историю и культуру нашей северной провинции с точки зрения развития литературы, появления творческих личностей, становления писательской интеллигенции. Это как наблюдать за взрослением ребенка от самых его первых шагов. Но самое главное, за каждым именем судьба. Судьба порой непростая. История страны отпечаталась в жизни, в литературе. Это особенно заметно по писателям первой половины прошлого века с его потрясениями. В словаре представлены очень разные персоны. Это и крестьянские книжники, Иван Матик, Иван Мянтин, Степан Носов, Иван Рассыхаев. Их сложно назвать писателями, но их рукописные труды стали примерами книжных традиций с начала позапрошлого века. И Агния Андреевна Суханова, сельская учительница, зырянка, она была первой детской коми-писательницей, переводила на родной язык шедевры русской литературной классики, а на русский язык переводила коми-фольклор. Она прожила недолго, сгорела от чехотки. Так писал не внук, питерский поэт Глеб Горбовский. В наше издание включены статьи о писателях, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 13 имен только во втором томе. Их таланту не суждено было раскрыться в полной мере. Самому молодому из них, начинающему поэту Николаю Самарину, было всего 20 лет. Конечно, в книге вы найдете классиков нашей поэмо-литературы и авторов, чьи произведения широко известны в республике и за ее пределами. Наших современников и тех, кто мало знаком неискушенному читателю, и тех, кого мы отлично знаем и очень любим. А это имя известно, наверное, каждому жителю нашей республики. Народный поэт Серафим Алексеевич Попов. Его лиричные стихи положены на музыку, а такие песни, как «Ромашка» и «Ежемский платок», стали поистине народными. Мы приглашаем на сцену лауреата международных конкурсов, солистку театра оперы и балета Республики Коми Ксению Шабалину. В ее исполнении прозвучит песня на стихи Серафима Попова «Вечер Божий». Музыка Марка Новоселова. Thank you.
предлагаю поугадывать немного. Вы любите маскарад? Давайте попробуем угадать, кто скрыт в образах на экране. 5 образов. Подскажу немножко. Это, конечно, тема наша, это, конечно же, писатели нашей республики, современники. Еще подсказка. Их имена во втором томе, а значит все фамилии от «Р» до «Я». Давайте попробуем. Итак, первая персона. Очаровательная магичка. У кого какие предположения? Алена Шомысова, без вариантов. В образе мага была у нас Алена Шомысова. Алена публикуется с 2002 года. Поэт. Ее стихи переведены на несколько языков. Как написала о ней автор литературной статьи Анастасия Малева, стихи Алены Шомысовой завораживают своей изящной лиричности, удивляя живописными, неожиданными образами. Алена Александровна, прошу вас. Бурлон, добрый вечер. Я очень благодарна всем, кто работал над созданием этого словаря, редколлегию, руководителя проекта, авторов статей. Особенная благодарность ученому Анастасии Малевой, которая писала про меня статью. Сегодня уместно бы было прочитать стихотворение о слове художественном. Позже. Воще маєнеш кумислен джір'я, муджно так пичнала пош, пърт машан бия поснілим чир'яс, ип'ялан шондалиш гож. Пичнала пож'єс посніщен пирис, не м'ясен сочтишиш кив. Гладем кився пирищем пирищ, чукарте войтерлен мив. Сементай пожлан вірказас сода, кив'єслен кішметем туш. En optimismos dorušas voda, jos doramo ozuš. Sečam sa požvies jenežas kădže, kodžula părănă sen. Kada skanējas diren oskădžet, ăgralem nališ ozvien. Voiteras boštas najas aslola, câlaska câvisliš vân. Vârvatek kădže mortis ozovla, câvtagad mortis pu džin. Перевод Андрея Расторгуева. Решето. Словно хранились в амбаре небесном свежего солнца цвета, снежные хлопья в полете отвесном сыплют, как из решета. Издавна так, через мелкие сита, перепуская слова, россыпями драгоценного света их собирает молва. Не изо всякого разговора, ссоры и толчей не пропускают худого ссора частые ячеи. И в пересуды войдя земные, мертвые, как зола, перетлевают слова иные, холодно и дотла. А разгоревшемуся за годы слову живому лечь, словно зерно золотой породы в сердце о том и речь. Спасибо. Ну а сейчас вторая персона. Кто в роли короля Артура? Григорий Спичак. Прозаик и журналист, общественный деятель, автор 11 книг и множества публикаций. Под его руководством выпущены 15 томов книги «Память Республики Коми». И мы приглашаем на сцену Григория Спичака. Оценили, как ему подходит. Оценили, как подходит образ. Здравствуйте еще раз. Я тоже поздравляю всех с появлением книги этой и с появлением библиотеки такой вот обновленной и так далее. Ну, пользуясь случаем, когда еще это сделали, да? И вот, знаете, почему-то мне показалось, что создание вот этого двухтомника о писателях чем-то похоже на то, чем я недавно занимался в последние годы, когда официально работал, созданием книги памяти, да, вот, солдат, погибших в годы войны. Знаете, мы выпустили 13 томов печатных, и 19 на момент моего ухода было электронных. И когда я ее презентовал, еще Гайзер тогда был в Желтом доме, как раз накануне юбилея, я
просто вынужден был сказать, что на самом деле работа не закончена, ее невозможно закончить. Ее невозможно закончить, это бесконечный список. Я вот надеюсь, что здесь тоже бесконечный список. И не успели издать уже, да, уже опять люди появляются, еще писатели. Вот. А самые загадочные явления вообще вот в такого рода сборниках, и как вот книга памяти, например, или мемориалы, вот такая, это то, что на момент сбора видишь, или наши современники видят и слышат одно, но проходит какое-то время, и мы через какое-то время обнаруживаем какие-то другие грани, другие стороны бытия, другие стороны личности потом обнаруживаются и так далее. Вообще, это вот какое-то явление в культуре, наверное, филологи или культурологи, наверное, могли бы это как-то осмыслить, появление вот этих систематизированных каталогов, да, книг памяти, мемориальных каких-то книг, сборников таких. Мне такой образ родился в голове, что на самом деле, это знаете, как в природе есть источники воды разные, да, а каталоги, сборники такие, это как оформленный колодец, как нечто оформленное в источник, из которого можно черпать, уже понимая, что здесь проверено, здесь живая вода, здесь то, что можно пить, да? Да. И еще один момент. Правда, это еще мысль не оформлена. Я, кстати, взял этот рассказик. Мы договаривались, что на 3-4 минуты я прочту что-нибудь, а потом вдруг подумал, что лучше я не прочту, а лучше я пока расскажу, а потом это дооформится в рассказ. Знаете, у меня пост был на эту тему. У меня бабушка Мария, когда умирала, перед смертью, да, возраст был приличный, за 80, она говорила: будете хоронить меня, пожалуйста, только с белыми цветами. Вот только с белыми, и причем она много раз повторяла это. Вот. А вообще она, пенсия была маленькая в советские годы, там 19 рублей, я еще не знаю, как жили на эти пенсии, 19 рублей. Да. Вот. И она чем-то подрабатывала чем? Тем, что выращивала рассаду. Она вообще такая цветочница. Вот. Ну и, конечно, она умерла, и, конечно же, на похороны пришло много людей, и подружек. Было очень много цветов, каких угодно, только не белых. Попросила белые, нет. И, значит, бабушку похоронили, я своих упрекнул. И отца и маму говорю: бабушка же белые просила, мы так и не сделали это. Ничего, весной посадили белые. Весной посадили анютины глазки, я говорю, через год посадили бархатцы. Короче говоря, и знаете, время идет, прошло, наверное, какое-то, я уже взрослый стал, уже с армии вернулся, и вдруг ловлю себя на мысли, что белые цветы, вот букет белых цветов, мы так никто не может довести до бабушкиной могилы. И доходило ведь до каких-то мистических моментов. Уже взрослыми людьми мы с племянником везли белые цветы. Куда они ушли? Что там подвернулось? Факт, что опять белые не доехали, да? Вот. И вот уже совсем недавно мы вспомнили эту историю с племянником, и сын мой младший был вместе со мной. Специально поехали, купили, наконец-то довезли, посадили, наконец-то. То есть почти 50 лет прошло, 40 с лишним лет. И вот мы уходим с кладбища, и вот клянусь вам, да, у меня было полнейшее ощущение, как будто бы из сердца вылетела пробка какая-то. Это, представляете, надо было долг, то есть, сколько в душе таскать долг, да, и сколько же мы таскаем такого, помнить, да, про это, да, и сколько же мы такого таскаем, понимаете? Вот эти вот букеты белого долга, да. Вот, я думаю, что вот это вот издание, эта акция, это в каком-то смысле тоже букет. Вот такого, да, нашим, тем, кто был до нас. О нас потом скажут, да? Вот, важно тех, кто был до нас. Вот. Особенно эти ребята, погибшие на войне, несостоявшиеся классики, может быть, коми-литературы, да? Вот. Мне всегда обидно, когда проходят даты наших авторов, и их забывают упомянуть в соцсетях хотя бы. Вот, например, Ларев, да? Я очень уважаю этого автора, этого драматурга. Я вообще считаю, что он у нас в коме недооценен. Вообще он оценен так при жизни был хорошо, но все равно он гораздо больше, чем мы его видим. Это мое субъективное, я прошу прощения. Да? Вот. Я вас всех поздравляю с появлением всего этого. Уверен, что это колодец, который не будет заброшен, да? Будет как-то развиваться. Спасибо всем, принявшим участие.
Спасибо, Дмитрий Николаевич. И снова внимание на экран. У нас новый исполнитель роли Джека Воробья. Кто это? Я думала, обаятельный пират будет самым таинственным персонажем. Совершенно верно. Владимир Иванович Цивунин, поэт, переводчик, автор литературных статей. Елена Ельцова написала о нем. Поэзия Владимира Цивунина развивается в духовном контексте русской лирики. В ней явственно ощущается связь с творчеством Пушкина, Иванова, Рубцова, Тарковского и Ларионова. Владимир Цивунин. Владимир Иванович, прошу вас. Начать придется с того, что фильм про этого Джека Воробья у нас был любимый фильм с сыном, мы смотрели, и характер выбран персонажа на редкость удачный, то есть на 180 градусов противоположный. Ну да. Ну, в жизни так часто бывает. Ну, по поводу справочника, мне сказали, надо несколько слов сказать, хвалительных или ругательных. Но я на... Да, я похвально лучше скажу, потому что вот такого рода работа, у нее такая особенность есть. Если писатель, любой человек пишет книгу, просто он на вдохновении пишет, есть вдохновение, пишет, нет вдохновения, другой раз отложит, а здесь надо именно работать, очень много, скрупулезно надо работать, дотошно, над каждым пунктом все проверять, выверять, чтобы ошибок не было. Это настолько важно и трудоемко, что, я, в общем, преклоняюсь перед такими людьми, которые вот проводят, делают эту работу. А сами справочники о литераторах для меня лично это важные книги, потому что очень много надо бывает искать. И, как ни странно, даже интернет не всегда помогает. А вот такого рода справочники помогают. И особенно важно, вот уже отмечали, что вот это ребята, погибшие во время войны, то есть они, может быть, действительно успели мало создать, но если бы у них была возможность, была жизнь в ней, может быть, они были бы в числе лучших наших имен, кто знает. Также, например, мне очень отрадно, я успел заглянуть, увидел, что здесь появилось имя Алексея Тимушева. Это отец поэта Эдуарда Тимушева. Эдуарда у нас многие знают, все знают, Алексей Тимушев, он как-то, как я понял, он уже при жизни был, постарались его сильно забыть. И как-то в частном разговоре мне сказали, он мне так много и написал, но я ответил, что при такой жизни, какая у него была, может быть, то есть он был отдален от всего, и писать-то было труднее. А в этом справочнике он есть, по-моему, автор Алена Ельцова написала, я уже за это благодарен. Еще сказали, можно прочитать одно-два стихотворения. Не можно, а нужно. Мне сказали одно-два. Стало быть, полтора. Я сказать может быть, потому что знаю, что я реже выступаю. 21 марта-то не выступал ведь с вами. У меня же... Я бюрократию-то... Абсолютно, конечно, я виноват. Да я не учил бюрократически, эти не учитывал. То есть я понял теперь... Не будем ничего пробивать. Я в общем чему? Мне придется, наверное, немножко извиниться. Я долго думал, какие стихотворения прочитать. И, кажется, не совсем удачно, не совсем в струю теперешнего разговора. То есть хотел сначала такие, но я не знал, как разговор пойдет, и прогадал. Поэтому прочитаю другие. Ничего страшного, надеюсь. Есть боль, похожая на стыд. И хочется, чтобы впредь никто не должен быть убит, хоть может умереть. Не от того милее трав скупая благодать, что никаких не ищет прав на право убивать. Другое. Через скорбное царство рокового креста, в белоснежном убранстве нам придет доброта. В ядовитом тумане наших вечных обид тихо нежность проглянет и любовь воцарит. Будет каждому дому мирных дней торжество, и воздастся любому по надеждам его. Я лично очень благодарен. Действительно, книги очень нужны.
сейчас на экране возникла сама доброта и позитив в образе Белоснежки. Кто же это? Конечно же, Алена Старцева. Первое стихотворение Алены было опубликовано в 1996 году в журнале «Пекинь». Первый поэтический сборник «Лолыштем» «Дыхание» вышел в 2011. В персональной статье Анастасия Малева пишет: ее героиня ощущает себя воздушным лучиком солнца, живым, одухотворенным, подвижным, спешит жить полногромной жизнью, наслаждаться каждым ее мгновением. И мы предоставляем слово Алене Старцевой. Действительно, это огромный труд. И я хочу сказать большое спасибо сотрудникам Национальной библиотеки Республики Коми, сотрудникам Коми научного центра и всем тем, кого вы еще привлекли к созданию статей. 10 лет я была в должности библиотекаря, да, работала библиотекарем, и через меня я тоже создавала библиографические словари, и знаю, что это такое. Это такая кропотливая работа по поиску информации. И потом уже, когда вот это издание выходит, да, это огромный полезный инструментарий для всех, и школам, и высшим школам, да, и библиотекарям в том числе, потому что можно взять ту же самую статью, да, и основываться, когда ты готовишь мероприятие. Любое мероприятие для детей, подростков, для взрослых и так далее. То есть перед тобой готовая статья. Ну, конечно, поиск продолжается, ты еще дополнительную литературу ищешь, да, подыскиваешь, но все-таки об авторе можно основное узнать вот из таких словарей. Далее выставка, персональная выставка, да. Здесь уже все вот эти основные произведения автора, да, которые можно на выставке представить, они тоже перед глазами. То есть вот это вот очень хороший инструментарий, которым я пользовалась всегда. То есть это как мои настольные книги. И я думаю, у всех у нас, да, на своей работе. Вот сейчас я работаю главным редактором детского журнала «Пекинь», и тоже, если что-то мне надо уточнить, конечно же, я заглядываю сразу же вот в эти словари. Что касается вот 5 новых имен, да, членов Союза писателей России из Республики Коми, действительно работа продолжается, она вот лет через 10, я думаю, вот здесь поиск литературы где-то в 16-м тогда закончился, да, и 20-м, да, примерно вот так вот. А лет через 10 я очень надеюсь, то, что у нас вот Николай Федорович Иванов, это председатель Союза писателей России, он всегда вот выделяет то, что в Республике Коми гармонируют писатели, пишущие на коми-языке, пишущие на русском языке. Я очень надеюсь, что вот когда следующий вот такой вот словарь выйдет, или словари, или несколько томов, да, то тоже вот эта гармония останется. Это будет возможно только если мы сохраним вот в школах преподавание достойно русского языка, коми-языка. И вот я надеюсь, что вот эта гармония сохранится. И стихотворение. Коми кыйен лола да ола, коми кыйен мама дына вола, коми кыйен щуйны мойны кужа, коми кыйен унавыла квуча, коми кывса курща йолищ, виджищ, коми кывса лелькуйта да виджа, коми кывса юлом ясны щета, меча мича кывса, вольный шветас. Спасибо большое. Спасибо большое, Алена Николаевна. Особенно приятно, когда оценивают так наш труд, когда знают, что это такое. И последний персонаж. Внимание на экран. Женщина-гангстер. Кого-то она мне напоминает. Надежда Александровна, вам не отвертеться. Народный поэт Республики Коми. Один из ведущих поэтов не только у нас, но и в России.
лауреат многочисленных республиканских, российских и международных премий, обладатель многочисленных наград, поэт на самом деле не нуждающийся в представлении. Неподражаемая Надежда Александровна. Стихотворение, которое я хочу, я в последнее время пишу почти каждый день, понимаете, поэтому выступаю мало сейчас. Поэтому, когда я много выступала, я все знала наизусть. Сейчас наизусть все еще пока не знаю, но буду знать, это я вам обещаю. Я не просто с радостью пришла в этот замечательный дом, я не просто с любовью отношусь к этим людям, я к ним отношусь, ну, как к части себя. Потому что это единственные, кому мы нужны, единственные, которые от нас ничего, кроме бессовестности, неблагодарно не имеют, и единственные, которые служат действительно Отечеству. И действительно все, вот вы понимаете, Господь не даст мне прочитать стихотворение, которое я хочу. Это уже, значит, скажу о чем. В последнее время меня все больше такие державные, глубинные мысли посещают. И вот то, что сейчас происходит, это мы говорим хорошо, что замечательно, что создан этот труд, уникальный совершенно. Но в это же самое время, завтра может быть ядерная война, и от этого труда от нас всех ничего не останется. Потому что придурков на земле не меньше, чем умных, к сожалению, даже, наверное, больше. Вот. И поэтому в этом времени для того, чтобы быть вместе, надо осознавать какие-то общие, серьезные установки. И вот то, что Союз писателей сделал то, чего не смогли сделать политики республики, не выбрали ничего там, все, что у нас происходило, в которых мы с Галей Бутыревой тоже без конца участвовали, вот, сделало время. И вот меня пригласили выступить на митинге здесь, в поддержку начала вот нашего движения, этой военной операции. Я, конечно, не хотела идти, думаю, ну что, обалдели вообще? В этом году мне будет 3 июля, 79 лет, всегда аплодисменты. Я на эти митинги не пойду. И пошла. И очень рада, что пошла. Вот передо мной стояли дети в основном, и взрослые разные. И вы понимаете, и все они были вместе, и у всех было хорошее настроение. И я подумала, что такое Родина, что такое малая Родина, мы знаем все. Что такая большая Родина, сегодня мы уже не знаем. Потому что все малые родины борются уже за то, чтобы малые родины стали большими родинами, и все это куда-то уходит. И я подумала, так может мы уже рассыпались, может уже у нас нет родины. А потом я вспомнила все свои поездки по России, я за какую за границу не ездила, пока я не посмотрела, что такое моя большая родина. Вы понимаете? И я поняла, что ничего не рассыпалось. Любая девочка и мальчик, и мужчина, и женщина, и старик, и старуха, поехав по всей своей родине, везде будут своими. Они будут разговаривать на русском языке. Иногда не на очень хорошо знаемом русском, иногда на всяком русском языке. Но в любой точке страны они будут знать, что они дома. Нигде им не скажут «уходи», нигде им не скажут, нигде не оставят вопроса «а ты где живешь?», «а как у вас?». И тогда можно рассказать о своем народе, о своей родине. И везде испытать от этого гордость, что всем везде мы друг другу интересны. И вот вы понимаете, я не люблю сегодняшних идеологов, которые не могут найти общую тему. Я не люблю отсутствие идеологии, без этого жить нельзя. Но я на этом митинге открыла для себя впервые, что Родина – это там, где ты везде свой. И без языка этого не сделаешь. А язык, который состоялся не насильно, а потому что если уж ты примыкал к большей части народа, хочешь не хочешь, приходилось этот общий язык выучить. А этот общий язык, хочешь не хочешь, брал самые популярные слова из чужих языков, и русский язык, он национален по сути. Вот. Это вот мое главное открытие последнего времени, что такое Родина. И поэтому не хочу ничего больше говорить, всяких глупостей. Я хочу сказать, что, девочки, люблю вот каждую из вас в отдельности, всех вас вместе взятых, всему библиографическому отделу привет и низкий поклон, я все равно к вам приду в гости, хотите вы этого или нет. Вот. И поэтому, вы понимаете, такой труд, Гриша прав совершенно, Андрей прав, и новые писатели уже есть, и второй уже том создан. То есть, по большому счету, все существовавшее в республике во времени сегодня уже существует закрепленно.
И, конечно, вот такие вещи, вот как когда-то, помните, что-то в землю закапывали, чтобы наши потомки через сколько-то лет это... Вот надо найти в библиотеке, никому не говорите, какое место, закопайте на какие-нибудь 4 метра в глубину и напишите, что у нас есть тайна, но потомки это читать тоже будут. Вот это я вам желаю. Я вас поздравляю, благодарю за ваш труд. Я не представляю, кто мог написать обо мне статью в «Республике осмелиться». Честно говоря, меня это очень интересует. Вот, потому что у меня есть обо мне работа, конечно. Кто? Я не знаю. Да, ну вот я ее не знаю. Вот. Поэтому вот видите, вот даже не знаю. Ну, девочки, извините чуть-чуть, подождите, ну хочу я это стихотворение прочесть. Ну давайте пока прочту, пока еще прочту другое. Сейчас, слушайте. Ну, пускай, моей сестре Наташе, женщина. И вот приходит женщина. Она сильнее, чем свобода и война, и строгую любовь свою приносит. И Родина ей шепчет: не проси, а всех, кого сгубили на Руси, их не вернуть. И женщина не просит. Но, зажигая вечную свечу, она в глаза посмотрит палачу, и ангелу она в глаза заглянет, и прерванную цепь веков сомкнет, и слово оскверненное сотрет, и слово возрожденное достанет. О, женщина, да не о том ведь речь, чего мужчина не сумел сберечь. Он поднимался столько раз из праха, чтоб ты осталась в мире на века, что в бой идя он знал наверняка, сильнее ты отмещения и страха. Вот почему ей знать среди времен, кем предан кто и кем заговорен, и что спасти в России, что взлелеять. И потому ее бессонен лик, и потому ее безмолвен крик, и потому я так ее жалею. Кто ко мне на ВК заходит, он и так его знает, попутка называется стихотворение, его хотел, но не нашла. Господь всегда он знает лучше меня. Значит, надо прочитать мотив для молитвы. Когда пойдешь, вот о чем я сказала, как раз в этом стихотворении все есть. Когда пойдешь по родине пешком, не обойдешь ее и не старайся. Все хорошо на ней, и любо, и как рай, все. И пахнет земляникой с молоком, но так в душе, в твоей любви к земле, которая повязана с тобою, и песней, и дорогой, и судьбою, и каплями на солнечном весле. А наяву так много нищедрот, и нестроений, и недоработок, и только тот ей бессмертный отрок, все тот же он, хоть кажется не тот. Он смотрит в небо и летит в зенит в своей мечте, и не сгорит на солнце. Течет смола янтарная по соснам, и над руками облако звенит. Как мне свести все это вместе с ней, моей землей, судьбой моей России? Как все ее колдобины осилит, переплетаясь с криком журавлей? Откуда эта вера и мольба, что все случится так, как Бог положит, что сам народ себе же и поможет, и отработав, пот смахнет со лба. Я верю в нашу победу, я верю в нашу республику, я верю в нашу потрясающую литературу Республики Коми, которая заявила о себе в центре, которая заявила о себе в общем поле русской литературы. И да будет так, великий Бог в помощь, особенно библиотекарям. Без них ничего не останется, никто о нас нигде не узнает. Все. Мы вас тоже очень любим. Спасибо, Надежда Александровна. Спасибо всем участникам нашей игры «Маскарада», всем писателям за такие теплые слова. И действительно, мы вас всех ждем в библиографическом отделе. Вы себе не представляете, как мы с вами со всеми сроднились. Действительно, это так. Так что всем будем рады. И мы продолжаем знакомство с нашим изданием через писательские имена. Алексей Попов, журналист, драматург, народный писатель Республики Коми. Спектакли по его пьесам поставлены в театрах многих городов России, а по пьесе «Щур» «Рок» во Франции.
И сегодня сцену из спектакля «Когда-нибудь встретимся» исполняют артисты Академического театра драмы, заслуженная артистка Российской Федерации Вера Габова, народная артистка Республики Коми Анна Сафронова и заслуженная артистка Республики Коми Мария Чукарева.
Vorbe. Goda. Da voși pe băuceste. Nu? Dar mă buște o lăpci cu cămcăiucă. Ot mă pe mă bușteam, să e pe sene vâla să te dă ceas. Oștla. Da, el ne veți în mine năcșovni. Noi să nu pare. Вот, мы берем душ, сие вот, сейчас нам телой, вот искусный. Ну, тогда нет, как спит, тогда нет, куда снять. Bă, asigură pulă mare. А где ты кула мама? Вот я, попали стали, и не слони. A codești vălii? Ștefan, вот copii. Ștefan! Ela, ca și e sivă. Da sivă, nu sunt tomnei. Da tot de nu-i sivă, a o toma e pur și simplu smegă. Da tomne, se de... Părușe ce sunt? Mi-le-am tip... Не. Проблема, что мы помним, так что кузе. Семена видят глаз, а не чувствует. А здравствуй, дядя Степан. Да, Степан. Читать он другие воды. 70 класс. И гугурвами. Я скажу, что мне прикасается. Видела, как смотри, пораз. Помни танче. Ей напомнит-то? А Меша, ну его помнит-то, а вот такой пошло, а висит. Нам только можно? Нам не, у меня просто откуда сажать туда. Ой, Степан, это фантастика. Вот. Чего кататься надо? Ты ведь на муйда. Охота из кабы. Выйда. Ведь я мост друзья вышли в Аргостанус. Ладно, мы если что из года, мы здесь качественно. Я хочу, что Степан здесь шула. Помните, утрачный Красиво, отличный. Вот это помните. А вот конвой на заводе, че смеляли все на другой вопрос. Да кто ты сия? Да меня не напомни. Всегда вопрос. Мечтала с ними, если как фантазия. Ака, мечтала. Была ты на бюрке сука. Yes. Очень целый. Пану дашь мне. Ой. А мне нам хоть стал свой. Вот, ну, Наталья. А ты... Лошадка. Лошадка, лошадка. Станция Василищан. Да сок, что, вот, лапел. Число ты вычинался. Жили ты пушам. Ты что, вождь? Вождь! А, мне бабочка вождь, но... Ой, вот туда смуйся. Мне пула. Куда se начинаște? Dar ce mă lăsă? Avem ansia să-i cladează. Tot la câci, dar câmână și n-a fost probabil. Tăios. Mă truică, mă puște. I voști. Ai, mă ne povși. Nu-i povși. Raviciu și să noi. Da e bine. Claudia, dar nici Claudia, ești bine pe ea de șapte. Nu. Amâine va la pană subdan. Pană submutuică. Următor, pană subtis. La nata lupă șomașului. Ca să poși ne dăchești de găr. Da, dar вот zici și uiți. Вот мы по мыку штанцы и песни нам дать. Вот. A to jest ze mną ludzie z możliwości, ale my nie pożyczę. O! Сичка позже! Хыч! Мы на лечении. Давайте собошны. О! Степан! Что дай, Боже! Степан! Степан! Ой! Вождь передай! Ну! Месье! Степан!
Можна? Мека можна. Кажется, вы будешь мы туда? Ваш! Мы вас! Огромное спасибо нашим артистам. Аплодисменты. Вера Галова, Анна Кирова, Мария Сидорова. Мая у нас будет премьера «Коми-бал» по Геннадию Юшкову. Мы вас приглашаем. Приходите. Будет очень интересно. До свидания. Спасибо большое. Аплодисменты. Спасибо. Ну а мы продолжаем нашу презентацию. Несомненным достоинством словаря стали обновленные современные литературоведческие статьи в персонале. Один из авторов статей, кандидат филологических наук, доцент, ректор Коми Республиканского института развития образования Галина Владимировна Китайгородская. Галина Владимировна, вам слово. Добрый день. Я хочу начать со слов благодарности от всей системы образования в адрес не только организаторов, но и, конечно, команды литературоведов, Коми-научного центра и наших писателей. Потому что сегодня мы еще раз осознаем, какое уникальное явление литературы Республики Коми. Да, действительно, на протяжении уже более 20 лет я включена в очень важный для научного сообщества процесс. Процесс исследования. Исследование литературоведческих явлений через коды духовной жизни нашей республики. А в центре внимания данного словаря это судьбы наших писателей и тексты, которые сегодня соединяют прошлое, настоящее и будущее. Что важно для системы образования? Для нас данный словарь, он очень был ожидаем, потому что на протяжении многих десятилетий мы всегда осознавали, что в республике очень сильная литературоведческая школа. Да, нам зачастую не хватало монографических исследований, потому что так бурно, интенсивно развивается литературный процесс, но сегодня мы понимаем, и очень хорошо сказала Татьяна Леонидовна, что данный словарь — это еще и точка роста, точка развития системы литературоведения в Республике Коми. А система образования сегодня — это не только мероприятия, которые посвящены литературе Республики Коми, а это системный процесс изучения и проникновения в чудесное, уникальное произведение наших писателей. Сегодня в этом зале находятся авторы учебников. Валентина Александровна Лимерова, автор учебников по коми-литературе, а я включена в состав авторского коллектива учебников литературы Республики Коми. Поэтому мы понимаем, что наши дети, они только должны знать, должны читать вместе с родителями, вместе с педагогами и познавать этот удивительный мир литературы Республики Коми. Надежда Александровна, я признаюсь, я автор статьи о вас. Поэтому... Подарить дом и также нашему союзу писателей, но шире. Вот если не подарят, приеду ночью и выкраду. Надежда Александровна, обязательно. И вы знаете, я хочу передать именно свои чувства, когда я проникала, чувствовала тексты Надежды Александровны. Вы знаете, такое бывает удивительное единение с душой писателя, и вот что-то как инсайт такой пронизывает, потому что надо ведь передать
осмыслить, но надо почувствовать душу писателя. Поэтому низкий поклон нашим писателям и прошлого, и настоящего, и будущего. Но самое главное, мы понимаем, что наша республика — это действительно сегодня республика, которая развивается. И благодаря тому, что мы будем знать, понимать наших писателей, я думаю, мы будем и осознавать то единство нашей республики, которая и есть, и будет являться основой для нашего развития. Поэтому спасибо, всех благ и огромные слова благодарности от всей системы образования. Спасибо. Спасибо. Надо сказать, что наше детище подтвердило прогнозы о своей востребованности. И появившийся первый том в 2017 году, собственно, он и появился во всех библиотеках нашей республики, и в публичных общедоступных библиотеках, и в учебных библиотеках. И сейчас мы предоставляем слово директору Коми Республиканского колледжа культуры имени Чисталева Марии Алексеевне Анкудиновой. Добрый день. Да, и колледж культуры был в числе тех счастливчиков, кто получили первый том писателей Коми в большом количестве. И, конечно, мы активно используем в учебном процессе. И очень часто у нас бывала ситуация, когда, взяв в руки первый том, перелистав его, дойдя до буквы «Л», студенты просили: дайте второй. И, конечно же, приходилось объяснять, что создание книги — это процесс очень трудоемкий, требующий огромного количества ресурсов, людей, знаний, дополнительных исследований. И 4 года, на самом деле, это не такой большой срок для создания вот такого фундаментального издания. 4 года — это, вот по моему мнению, я тоже имею отношение к книгоизданию и знаю, насколько сложно подготовить книгу к печати. Это такой очень достойный срок. И я сегодня хочу поблагодарить и авторов статей, и писательскую братью, и тех, кто участвовал в создании этой книги, от себя и от лица образовательных учреждений поблагодарить еще и библиотекарей за то, что именно вы, ваши мероприятия, ваши события, ваши руки дают то или иное издание в руки читателя. И вот от того, как это произойдет, зависит очень много, да, и насколько эта книга будет востребована или нет. Поэтому огромное спасибо библиотекарям Национальной библиотеки Республики Коми, подготовившим такую замечательную презентацию сегодня. Я, наверное, так же, как и вы, просто получала удовольствие от того, что еще не взяв книгу в руки, я уже чувствую, какая она и содержательная, и замечательная, и объемная, и очень много эпитетов сегодня назвали. Вот так, пусть будет так всегда, пусть эта книга, первый и второй том, рождают очень много чувств, рождают знания, рождают новых писателей Республики Коми. С праздником! Тем более, что сегодня еще очень удачная дата выбрана — Международный день культуры. Марина Александровна, огромное вам спасибо. Спасибо вообще всем за добрые слова в адрес нашего издания, в наш адрес. Это очень приятно. И хочу уверить наших любимых писателей, что ваши персонали, вошедшие в том, обязательно, все, чьи персонали вошли в этот том, обязательно его получат. Надежда Александровна в первую очередь. Вот. И хочу еще добавить, что 2 тома писателей... Хочу еще добавить, что 2 тома писателей Коми, они оба размещены у нас в Национальной электронной библиотеке Республики Коми. Они доступны в стенах многих библиотек республики, но в том числе нашей. На этом, дорогие друзья, наша презентация биобиблиографического словаря писателей Коми подходит к своему завершению. И мы хотим поблагодарить абсолютно всех, кто нам помогал в этой действительно трудной, долгой, кропотливой работе. Прежде всего, самих писателей. Мы неоднократно обращались к ним за помощью, за изысканием библиографических сведений. Это члены, руководители Союза писателей Республики Коми, сотрудники литературного музея, Национального музея, Национальной галереи. Это сотрудники библиотек Республики, России, ближнего зарубежья. Ну и, конечно же, родные и близкие писатели. Им тоже досталось от нас. Спасибо большое.
Подводя итог, можем сказать, что словарь писателя Коми, конечно, он является полным справочным изданием о жизни творчества наших литераторов. Его научная ценность в подборе имен, характеристика творчества, персон, тщательно выверенной библиографии. Но самое главное – это знак искреннего уважения к талантливым людям нашей республики, вам, наши дорогие. Спасибо нашим дорогим гостям, участникам этого вечера. Прошу писателей не расходиться. Каждый из вас получит персональное издание во все библиотеки, учебных заведений, просто библиотеки, эти тома тоже будут поступать. И, кроме того, для желающих мы проведем небольшую экскурсию по обновленной библиотеке. Всем спасибо. До новых встреч!